В расширенном совещании приняли участие глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров, председатель парламента Махмуд Сакалов, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел полковник милиции Иса Гиреев, первый заместитель прокурора Республики Ингушетия Гилани Миржоев, главный федеральный инспектор Республики Ингушетия Владимир Трубицын, все руководители подразделений МВД. Открывая совещание, зачитал приказ МВД о поощрении государственными наградами отличившихся сотрудников по итогам оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2011 года полковник милиции Усман Чемурзеев. Сотрудников награждал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Наградить орденом мужества подполковника милиции Коригова Ису Мартасовича. С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил заместитель министра начальника штаба МВД по Республике Ингушетия Андрей Колесниченко. Он отметил работу по раскрытию особо тяжких преступлений, в том числе посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия реализован комплекс мер по повышению эффективности профилактической работы, пресечению и раскрытию преступлений, борьбы с экономической преступностью и коррупцией, противодействию терроризму и экстремизму, совершенствованию форм и методов управленческой деятельности. Были заслушаны выступления о результатах работы следственных подразделений, принимаемых мерах по повышению качества расследования уголовных дел, состояния их оперативного сопровождения. Убийство и покушение на убийство сократилось на 21,4%, то есть с 14 до 11. Посягательство на сотрудников правоохранительных органов на 78,6%, с 28 до 6 преступлений. На 37,8% сократилось количество преступлений, совершенных с применением оружия, то есть с 45 до 28 преступлений. Однако количество зарегистрированных преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, увеличилось на 0,6%. В то же время произошел рост их раскрываемости на 0,3%. Рост особо тяжких преступлений составил 16,18%. С 95 преступлений до 111. В своем выступлении глава Ингушетии подробно разъяснил сотрудникам МВД задачи по оперативно-следственным мероприятиям на предстоящий период. По пособникам, по средствам массовой информации, по ответственности всех руководителей за нарушение подчиненных. Сейчас соберите весь материал, который дает признательные показания. По Следственному комитету там помогите, прокуратуре помогите, там, УСБ, ФСБ, все дайте, окажите помощь, дайте материал. Были обсуждены вопросы состояния служебной дисциплины и законности в органах и подразделениях внутренних дел, мерах по совершенствованию работы в данном направлении деятельности. В этом году, опять же, взаимодействие со всеми структурами. Огромное спасибо здесь за это взаимодействие временной оперативной группировки сотрудникам и мобильному отряду, и Федеральной службе безопасности. С кем вы работаете, без кого вы реально не смогли бы так качественно и работать, в принципе. Уничтожено 26 активных членов, не просто активных членов, а то, что накрыли самую большую эту группу, банду в Сунжинском районе, это тоже благодаря в том числе и сотрудникам правоохранительных органов наших. Это тоже спасибо. Задержано 5, и с ними тоже работа ведется. Было бы лучше, конечно, если бы эти уничтожены сдались бы так, как мы их просим, уговариваем. Но кто не понимает нормального здравого смысла языка, тот, конечно, будет приговорен вот к такой участи, которая есть. Почему? Потому что мы не позволим независимо. Уговаривая, да, но не позволим убивать себя, своих граждан. Отмечается снижение регистрируемой преступности более чем на 9%. Опять же, это статистика, как говорил глава государства. Это, конечно, вещь, которая требует там определенных там внимания, но тем не менее, это статистика.
Огромные задачи перед нами стоят. Их надо выполнять всем вместе. Я помню, когда 2,5 года, когда я вступил в должность, в каждом сельском поселении была только одна тема. Остановите преступность. Остановите убийства, остановите взрывы. Не радуют ни школы, ни больницы, ни фабрики, ни дороги. Остановите вот это все. Сегодня мы должны говорить больше про позитив. Глава республики обратил внимание руководства МВД о необходимости дифференцированного подхода. За успехи награждать, за халатность в работе наказывать. Желаю, чтобы дальше вы в разы наращивали тот успех, который сегодня есть. Желаю, чтобы благодаря вашей работе республика была еще больше стабильнее и спокойнее. Спасибо за работу. Руководство МВД заверило главу республики, что обозначенные задачи будут выполнены, так как главная цель – спокойствие и благополучие граждан. Марина Бакинхоева, Ильяс Ханиев, Малсак Игиев, Мадина Марзиева. Вести, Ингушетия.